ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Национально-культурную автономию татар и башкир Ухты Бердемлек разделяют. Такое решение приняли члены общественной организации в минувшую субботу на общем собрании. Причиной послужило желание активистов наравне с другими автономиями получать гранты и субсидии. Только вот в юридической регистрации Бердемлеку отказало Министерство юстиции. Оказалось совершенно законно. По закону 74 ФЗ от 1996 года о национально-культурных автономиях регистрирует автономию одной этнической общности. Вот это стало причиной. А мы все-таки еще не сдавались, все-таки не могли рискнуть, чтобы делить. Этого мы еще понять не могли. В итоге решение, которое зрело 3 года, было принято. Но, как уверяет председатель, деление это будет лишь на бумаге. Национально-культурная автономия в Ухте 20 лет была для татар и башкир неделима. И разве сможет юридическая регистрация разорвать эту давнюю связь, если 2 десятилетия эти люди проводили вместе не только праздники, но и будни? У нас очень много клубных формирований. Самый любимый для всех женщин нашего общества – это клуб «Райхан». Мы его называем «Очумелые ручки». Женщины с удовольствием, хотя они все дома и могут и вязать, и вышивать, они все равно бегут в среду и в субботу. К слову, ухтинская автономия всегда считалась самой активной общностью татар и башкир по всей Коми. Вот и в этом году они шагнули на ступень повыше. Муниципальный праздник Сабантуй, который они организовывали много лет, станет республиканским. Возможно, уже к этому моменту Бердемлек, что в переводе значит «единство», присоединится Дустлык, то есть «дружба». Так, скорее всего, будет названа новая национально-культурная автономия башкир.